Визит президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан был намечен еще в 2021 году, после того, как Узбекистан с госвизитом посещал президент Садыр Джапаров. Но по некоторым причинам визит несколько раз откладывали. Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан уже назван историческим, так как удалось достичь соглашения по целому ряду вопросов, которые не находили понимания долгие годы. Прежде всего, это вопросы границ. Также стороны договорились о реализации совместных проектов в области энергетики, машиностроения, текстильной отрасли, а также поставили новую высокую планку довести товарооборот в этом году до $2 миллиардов. Сегодня две республики не имеют никаких противоречий и готовы работать в духе партнерства и взять курс не только на сближение, но и на стратегические отношения. Кыргызстан неизменно придает особое значение развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Для нас Узбекистан близкий по духу сосед, верный друг и надежный стратегический партнер. И об этом вновь свидетельствует наша сегодняшняя встреча, традиционно проходящая в очень теплой, открытой и дружеской атмосфере, в духе взаимопонимания и конструктивизма. Я вам хочу сказать, что у нас никаких проблемных вопросов нет. Это в истории за 31 год независимости Кыргызстана и Узбекистана первый раз такой уровень взаимоотношений. И я хочу отдельно благодарить моего коллеги, уважаемого Садура Нургажаевича, за поддержку, именно личную поддержку, даже пограничные вопросы. Если его не была бы политическая воля, мы бы не достигли бы сегодня результатов. Вместе с президентом в Бишкек прилетела внушительная делегация. Это не только руководители министерств и ведомств, но и бизнесмены и потенциальные инвесторы. И, конечно же, работать есть над чем. На повестке встречи стояло подписание 25 документов. Весьма внушительный пакет. Одним из важных – это вопросы границ. Процесс уточнения территорий республик долгий. Но благодаря политической воле лидеров двух стран договориться удалось и поставить точку в вопросе. Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации государственной границы, обменялись ратификационными грамотами к договору о кыргызско-узбекской государственной границе и таким образом поставили точку в пограничных вопросах. Убежден, что окончательное решение пограничного вопроса сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии братских отношений, в укреплении приграничных контактов, а также способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Хочу сказать, что это не маленький документ, это историческое событие, которое ждали наши братские народы много-много лет. Вы понимаете, когда граница не ратифицирована, нет договора, о чем можно говорить о наших взаимоотношениях? Это мир и спокойствие. Сегодня в турбулентном мире это было необходимо. И мы с уважаемым президентом, я вам скажу, было тяжело, но политическая воля двух президентов, оказывается, можно решать эти сложные, трудные, якобы вроде бы нерешаемые вопросы за всю 31-годную нашу, 30-летнюю нашу историю. Мы наконец-то вышли на это. Еще одна совместная реализация стратегического и амбициозного проекта в гидроэнергетике строительства Камбаратинской ГЭС-1 тоже в центре внимания президентов, так как этот вопрос принесет выгоду не только Кыргызстану, но и всей Центральной Азии, внесет вклад в стабилизацию водно-энергетического баланса в регионе. По линии Минэнерго есть еще несколько соглашений, одно из которых совместное изучение возможностей Чаткальского каскада ГЭС. Изучение Чаткальского ГЭС, там на реке Чаткал, два створа, это один получается 1100 мегаватт, другой 700 мегаватт. И третье это по поставкам угля между ГП «Гомюр» и с угледобывающими компаниями Узбекистана. Это будет совместное предприятие, совместно с узбекскими компаниями, угледобывающими компаниями создать СП и начать добывать уголь. Снабжать наше население первоочередно, потом уже остаток угля
которые добыты, экспортировать в соседнюю республику. Кроме того, лидеры обозначили важность строительства железнодорожных путей Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано в прошлом году. Это может стать серьезным подспорьем для увеличения объемов взаимной торговли. Но и, что немаловажно, выход Кыргызстана к морским торговым портам Китая, а через них к странам Азии, Ближнего Востока и Южной Европы, говорят аналитики. Наш путь, он нужен, он сейчас очень сильно нужен. Путь по морю, он занимает где-то 1,5-2 месяца, а сухопутный путь, он занимает где-то 16-25 дней. Поэтому наш ЖД, он будет связывать Восток, Большой Восток и, так скажем, Юго-Восток будет связывать и далее Европу. Поэтому если через нашу страну будут проезжать миллионы тонн грузов, то здесь будет рентабельно открывать любые производства, потому что сырье будет приезжать дешевле, готовые товары будут уезжать дешевле. То есть это ускорит рост экономики обеих стран. И Узбекистану это как воздух нужно. Основной акцент сделан на экономическом сотрудничестве с заинтересованностью бизнеса двух стран. Таким важным экономическим объектом будет открытие совместного производства автомобилей в Кыргызстане. Кыргызско-узбекский автозавод, который планируют построить в Чуйской области, на начальном этапе будет выпускать по 3000 автомобилей в год. При этом годовой объем производства легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков может возрасти до 30 тысяч единиц. Созданию совместного производства автотранспортных средств и специализированной коммерческой техники, которая будет предусматривать создание около 500 рабочих мест на территории Кыргызской Республики в рамках первой фазы реализации с доведением до 2000 рабочих мест. Общая сумма проекта составляет $50 миллионов. Эта работа проводилась по линии министерства в течение 2 лет. И результатом сегодня уже мы готовы к подписанию и к переходу к практической реализации. Надеемся, что в этом году мы уже перейдем к непосредственно производству транспортных средств на территории Кыргызской Республики. Улучшение торговых показателей и введение совместного бизнеса должны быть подкреплены возможностью устранения препятствий на границе, в связи с чем таможенные службы договорились сотрудничать в области предупреждения и пресечения совершения подозрительных финансовых операций. Оперативный обмен данными и сведениями, это позволит нам упрощать все таможенные процедуры. Это благоприятно будут влиять и на нашу экономику, и, конечно же, участникам внешнеэкономической деятельности тоже. Это будет потенциалом. По линии МЧС также есть значительные продвижения, которые не давали возможность сотрудничать несколько лет. Теперь же все вопросы устранены, остается проработать лишь детали. Наше соглашение между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой значительно упростит нам работу, потому что у нас есть несколько нерешенных вопросов. Это по части трансграничной реки Карадарья, Диловодской области и также в городе Малису. Данное соглашение нам значительно упростит процедуру перехода нашими частями Министерства чрезвычайных ситуаций между границами, также упростит процедуру оказания гуманитарной помощи и прохождения транзитом наших товаров по линии чрезвычайной помощи. И это соглашение будет основой, после чего мы сможем уже до конца свои процедурные моменты доработать. Садыр Джапаров и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном, которая несет в себе всестороннее сотрудничество и поддержку в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарных связях. Данный документ охватывает это политический диалог между двумя странами, охватывает торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество и культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами. Мы считаем, что между нашими странами нет никаких политических разногласий, и это дает возможность для дальнейшего сотрудничества.
Надо говорить о новом формате внешней политики президентов обоих государств. Это действительно новый формат, и он уже отходит от традиционного понимания многовекторности. А сейчас это идет как многоплановое стратегическое сотрудничество. На сегодняшний день у нас подписано между Кыргызстаном и Узбекистаном подписано порядка 213 договоров и соглашений. 22 из них подписано в прошлом году во время государственного визита президента Садыра Джапарова в Узбекистан. Среди них такие основополагающие документы, как договор о вечной дружбе между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан и декларация о стратегическом партнерстве обоих государств. И поэтому мы видим, что это и есть хороший такой задел, правовая основа для такого поступательного хорошего сотрудничества между двумя странами. Символично, что госвизит президента Шавката Мирзиёева прошел в самом начале года. Это позволит пересмотреть финансовые возможности и с учетом этого построить планы на текущий год. Еще и то, что визит совершен в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений. Юбилейному году будет сопутствовать ряд культурных мероприятий. Одним из значимых лидеры назвали проведение взаимных дней культуры. Бардык тараптан болот, бул мисалы үчүн жөнөкөй эле нерселерди айта турган болсок, бул маданий алмашууларды. Перед нами ставятся большие задачи по организации и проведению взаимных дней культуры, приуроченных к 30-летию дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Мы с нашей братской страной взаимодействуем по многим вопросам в сфере культуры, спорта. Постоянно проводятся соревнования, чемпионаты. В области молодежной политики у нас ведутся совместные работы, проводятся олимпиады как для школьников, так и для студентов не только по линии образования, но и по науке и технике. Еще одним важным событием намечено открытие обновленного музыкально-драматического театра имени Бабура в Аше. Реконструкция ведется при поддержке узбекской стороны. Культурный центр с вековой историей ремонтируется впервые. На реконструкцию здания общей площадью 2000 квадратных метров будет потрачено около $7 миллионов. Наш столетний театр обновляется. Конечно же, соответствующие условия, безусловно, дадут свой положительный эффект на творческое вдохновение. Мы приложим все усилия, чтобы продолжать культурное просвещение. Завершая государственный визит, и Садыр Джапаров, и Шавкат Мирзиёев отметили, что сейчас между сторонами выстроен четкий курс взаимоотношений. Имеется конкретное понимание того, что только совместными усилиями можно обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на основе дружбы, братства и добрососедства. Надежда Усова, Бекджан Туктосунов, Эсентур Абыкеев, Алато 24. Итоги недели.